of the blue corner, his professional record. 1 win, stands 170 centimeters tall. His weight 53 kilograms. Fighting out of Ақтөбе, Қазақстан. Қарсы алыңыздар, Дәурен Мұхамедияров! Және оның қарсыласы алаңның қызыл бұрышы. His opponent fighting out of the red corner. His professional record. 1 win, stands 165 centimeters tall. His weight 53 kilograms. Fighting out of Астана, Қазақстан. Бекжан Хантер Әбілқасан! Рефери Манап Кабдиев. Мен мұқият тыңдаймыз, ережені білесіңдер, ережені бұзбаймыз. Болмасамыз, сәтті. Даже внешне видно, что Даурен Мухамедияров значительно выше. 5 сантиметров для этого веса — это существенная разница. Можно предположить, что он попытается работать в стойке, но смотришь на базу, и, конечно, другие мысли возникают совсем. Ну и знаешь, это тот бой, который, мне кажется, не ограничится первым раундом. Делаю большие на него ставки. Вот молодые обученные ребята, мне кажется, сейчас нам покажут хороший уровень, хорошую технику. Будет интересно. Ну, когда... Ой, сразу же вертушка. Когда минимальный вес, бойцы минимального веса открывают мейн-карт, я думаю, понятно, что на них очень рассчитывают в организации. Хорошая работа ног у Бекжана. Начал он с вертушки, пару лоу-киков тоже плотных накинул. И вот еще одна вертушка в этот раз по печени. Ой, пытается ему чем-то интересным Мухамедияров отвечать. Как будто, знаешь, действительно, играем в Mortal Kombat и пока пробую просто какие-то приемы. Разбивает переднюю ногу Бекжан Абылқасан. Да, и вот уже такой неплохой размен с рук. И вот первая попытка прохода в ноги, как хорошо защищается от нее Абилкасым. Хороший спрол, но все равно догоняет Мухамедияров. Нужно пересаживаться, нужно как-то развернуть соперника. Да, Даурен неплохо оказался в борьбе, я бы даже сказал, крайне эффективен. Смог с одной позиции перейти на другую. Сейчас в боковом контроле пытается улучшить свою позицию, наверное, сесть в маунт. Это пока не выходит. Ну да, Бекжан тоже защищается. А он пытается правую, да, руку? Он выставляет колено, не дает обойти себя. Вот, и в принципе, просто пока что, наверное, отдыхает и ждет, чтобы рефери поднял их. Ну, а с другой стороны, у Даурена это атакующая, да, пока борьба, довольно активная. Я думаю, что прямо сейчас поднимать, наверное, не будут. Хотя, если он не будет... Ну, вот он плечом пытается подрабатывать. Только что была попытка еще и локтем ударить. Ушла в никуда. Вот теперь ну, вот, кстати, вытащить руку. Да, и Бекжан смотрит на рефери и говорит ему, ничего не происходит, поднимите нас уже в стойку. Помогает таки опять плечом. Вот, пересаживается. Ну, как раз этот момент и ждал Бекжан. Очень хороший получился тайминг у него, и теперь он уже сверху, правда, в гарде. Пытается вытянуть руку? Нет, не удается. Ничего сделать Даурену Мухамедиярову. Да, с такими рычагами Даурен, я думаю, что неплохо закидывает тот же треугольник. Пытается активно работать ногами. Скорее оттеснить просто-напросто соперника. При этом 2,5 минуты до конца. Отсюда Бекжан может сыпать. Ой, пару тяжелых ударов прям сверху было. Так, что случилось? Нет, продолжаем бой. О, мощно. С левой. И вот теперь уже в маунте находится Бекжан. И видно, насколько он обучен здесь, потому что сразу же пошли удары локтями, оттягивает от себя соперника. Короткие удары локтями, очень такие больнючие. И только вязать пытается Мухамедияров, никаких попыток встать. Отдает спину. Теперь растягивает его Бекжан. И, наверное, очень тяжело сейчас будет Даурену. Но пока что терпит, сдаваться он не хочет. Ну, очень грамотно Абылқасан действует. И, конечно, перспектив у Мухамедиярова очень мало. Скорее всего, это будет какая-то защита. Исключительно от ударов, что будут лететь сверху. Да, и Бекжан даже с углом. Да, общается с углом, говорит, что все у него под контролем. Растягивает своего соперника, постоянно наносит удар, то есть работает он для судей, чтобы все видели его активность. И улучшает все больше и больше позицию себе.
А ему говорят, чтобы он вкладывался в удары. Я все пытался расслышать. Говорят, потрак. И Абулхасан, в принципе, продолжает работать в такой манере. Да, ну Мухамедьяру получилось на секундочку встать, но при этом слишком хороший контроль от Бигжана. Ну, в принципе, так можно закончить и первую 5 минут. Абулхасаму. Да, минута осталась, хотя Приемы будут, точно. попытки, да, будут выходы на прием. Сбросил таким Мухамедьяров своего соперника. Ну, наверное, Точнее, Абулхасан. сам Бигжан захотел встать. Неплохой удар ногой. Да, такое гангстерское поведение. Интересно проводит бои, да? Передний, неплохо. Быстрые серии руки, пошли. быстрые руки. Абулхасан, да, и правда. Но при этом тоже стоит отметить, что Даурен не боится разменов, сам в них идет. Джеб от него. Ой, какая классная защита была. Вот это колено. В угол Ой, ну и здесь перевод красивейший был от Даурена. Классная концовка первого раунда. 10 секунд, думаю, что мы увидим и второй. Но какая развязка была в первом раунде? Развязка первого раунда случилась, ну, очень. Причем 2 тейкдауна-то провел Даурен Мухамедьяров. При этом 2,5 минуты контроля от Бигжана Абулхасама. Второй раунд. Прилимы. И такое чувство, что Закончим. Бигжан даже не задышал, как будто, да? Смотри, он Да, просто на побежал. коротке. Чувствует свою дистанцию, понимает, куда работать. И уже Даурен, конечно, немножко уставший. А вот Бигжан прям идет за финишем, как будто. Да, легкости движениями не хватает. Работает сериями Абулхасам. Крепко на ногах стоит Бигжан. И я думаю, что он готовит что-то. Что-то очень интересное готовит. Вот такое чувство, что под какую-то комбинацию он хочет выкинуть какой-то интересный удар. Выглядит это так. Фронт-кик от Даурена. Ой, Мухамедьярова. хороший удар от Даурена. Бигжан сейчас чувствовал, что будет проход, но ошибся. Все по воздуху, плюс колено тоже от Даурена Мухамедьярова. Ничего, донести до цели не смог. Хороший боковой теперь уже у Бигжана Абулхасама. Удар с разворота. Вертушка. Да, попытка пробить бэкфист сразу же после вертушки, но не вышло. Говорят, что нужно пробивать корпус. И, собственно, слышит свой угол Бигжан. По этажам уже теперь начал. Абулхасам, да, и вновь корпус. И вновь теперь уже переводит акцент на голову. Слушает свой угол, взаимодействует с ним, но при этом тоже и пропускает от Даурена удары. Даурен сейчас просто решил встать жестко на ноги и зарубиться, потому что, да, ой, хорош. И колено хорошее, и оверхенд был хороший. Ну, уже не Слушай, а в раз стойке пытался. интереснее намного все это смотреть. При том, что у обоих очень серьезная база борьбы. Ну и тоже было интересно, действительно, на их какие-то завязки в партере смотреть, но вот рубятся они тоже хорошо на таких больших скоростях. Пытаются друг другу долги отдавать. Очень грамотно уклоняется и контратакует Абулхасам. И хороший был удар сейчас, фронт-кик в корпус, как будто даже прочувствовал его Бигжан. То есть Даурен не забывает отвечать. И вновь Ой. нет, это... Ой-ой-ой. Слушай, это разве не запрещенный удар? Мне казалось, что он попал. По крайней мере, с нашего Да, ракурса. говорит об этом он рефери, но при этом, Да. видимо, оттуда виднее, хорошо бы повтор посмотреть. Да и сам Абулхасам просто продолжил. Он мог бы дальше просить арбитра. Ох, зацепил хорошо. Но Вот при этом и это. лоу-кик тоже такой кочергой прям попал по Бигжану. Как раз-таки челюсть погладил. Да, вроде бы, знаешь, не ждал я уже от Даурена после первого раунда такого прям хорошего выступления. Ну, я видел, что он устал, хотя парень там хорошо сопротивлялся и забрал концовку, которая хоть ничего и не значила. Но все равно он вышел во второй раунд и такую показывает сейчас классную рубку, попадает много, попадает и с ног, и с рук. Ну и теперь уже Абулхасам. Ой, похоже, сейчас... Да, будет забивать своего соперника. Вот Пропустил есть удар такое в корпус, ощущение. мне показалось. Даурен дальше сыпет. И там уже все. Как будто Даурен пропустил удар в корпус. Вот у меня было такое чувство, у него прям тоже была гримаса боли на лице. И свою работу уже делает Бигжан. Но тогда не прочувствовал этого момента Бигжан Абулхасам, потому как можно было продолжить работать в стойке. Даурен может восстановиться. Опять растягивает соперника. Не удается заправить ноги правильно. Даурен его... Да, правильно очень защищает Даурен. Но нужно ему вставать. Потому что все равно много ударов он пропускает. Даже слишком.
Растягивается его соперника. Бигжан. И, ой, очень тяжелые удары по голове. Был бы другой вес, возможно, это был бы уже конец. Но, опять же, это минимальный вес, и здесь не такой большой тоннаж. Хотя голова прям отскакивает у Даурена. И вот я подумал, что потерял позицию Бигжан, но нет. Все равно получается у него контролировать спину своего соперника. И как будто Даурена чуть силы уже оставили. А может быть, он ждет свой момент? Ну что в первом раунде пытался выжить в концовке, так и здесь. Хотя была одна попытка, да и встали бойцы в самой концовке. Вот здесь намеков на этого нет. Мухамедьяров говорит, что могу продолжить, буду биться. И я так понимаю, Просил что... судья в этот момент. Нет, вроде даже, знаешь, Бигжан, по-моему, говорил, что хватают за перчатку, потому что Бигжан смотрел на рефери. Много урона в этот раз получил Даурен в этом раунде. Причем и корпус ему пробивают, и голову тоже. Мощно коленом, и опять финальные 20 секунд. Так, по-моему, балл за что-то снимают. Да. Как раз за то, что он держал перчатки, видимо. Бигжан Абулгасам, 10 секунд до конца. Да, Просто только на руках, говорят О, тренеры, только на руках, говорят. Хороший удар у Бигжана. Удар с разворота, ему говорят, не надо, зачем, не надо. Он Брось ведет... эту затею. Слушай, он хочет хороший финиш показать, потому что, ну, судя по тому, что у него есть там образ Саб-Зиро, он точно уже за Бигжаном, а возможно, ну, скорее всего, 10-8. Начинает все слоу. Ждали и вновь. Да, два плотных лоу, видно, уже даже нога сразу покраснела. Бигжан Абулгасам. Геров ищет свою дистанцию. Продолжает работать по передней ноге Бигжан Абулгасам. И вновь. В ответ Даурен Мухамедьяров также выбрасывает удары ногами. Вот и разряжается на первый. Видимо, угол ему сказал, никаких вертушек, давай, рубись и наноси лоу-кики. Ой, Нарушаешь правду. Ты конкурентен, и это видно. да, руки очень быстрые, скорости прям нереальные. Прям сейчас подкосилась нога, сказалось уже урон от лоу-киков. Но нужно менять стойку Даурен Мухамедьяру. Уже говорят, что бей по ноге. Видно это. Да, Бигжан красиво работает по этажам, корпус, голова, голова, корпус, лоу-кик. Сложно предсказать, что будет он делать дальше. Нужно прям все этажи защищать, и нужно самому переть, потому что даешь вот этот воздух Бигжану, и он им пользуется очень хорошо. Нельзя с таким бойцом застаиваться. Ну, то есть нужно темп поднимать сейчас именно Мухамедьярову, а есть ли силы на это? Да, согласен, но, опять же, это 53 килограмма, то есть чисто теоретически у ребят должно хватать кардио не на 3 раунда, а на 10. Булгасом и бэкфист, ну опять по воздуху. О, еще одна. Еще одна попыточка. Как будто он, знаешь, себе поставил цель обязательно в этом Мухамедьяров бою. Свалился, слетел просто. Я думаю, что как раз, знаешь, это результат лоу-киков. Уже ноги не так хорошо его держат, как в первом раунде, потому что в первом раунде у него получилось что-то подобное. Ой, хороший апперкот. На самом деле, ну да, будем честными, мы еще не знаем там концовки этого боя. Скорее всего, Бигжан победит, если дойдет до судейских записок. Ну, точно победит, если дойдет до судейских записок. Еще могут нас ребята удивить. Но обоих бы я бы смотрел бы дальше бы в лиге. То есть, ну, Бигжан 100%. А Даурен классный бой показывает. То есть он, ну, не сдается. Да, он немножко, наверное, уступает там в технической какой-то части боя. Ну, и переводы у него неплохие, и удары тоже хорошие. Да и сила 21 год. Что вы говорите парню? Присутствует, да, вот эта воля к победе. Есть энергия, безусловно. Если И есть определенные навыки. Если еще он и совмещает, как ты рассказал, это с учебой все, и действительно учится, то очень здорово, потому что если он сконцентрируется, я думаю, на тренировках, то, ой, так, вот это вот так делать нельзя, конечно. Сейчас еще минус балл, да, дадут? Предупреждение, да, и минус балл. Но он написал, что его сильная сторона — это как раз борьба. Ну, видимо, в ги, раз захват за шорт. Ну что ж,
Бой Теперь уже по продолжается. корпусу говорят и работать в печень. Ведь Бигжану он навстречу получает хороший Да, просто, Даурена. знаешь, такой броу-файт. Просто. Да, это уже размахайка. Это такие боковые удары с короткой дистанции. Ничего здесь не придумывает Даурен. Мухамедьяров показывает, что готов встретить локтем соперника. Ой, бэкфист хороший пролетает. бэкфист, но увидел ее Даурен. Оба устали, но оба идут вперед и накидывают большие тяжелые удары. Очень много О, уже это было залетает. жестко. Да, знаешь, какие бы эти ребята не были бы маленькими, но сердце у них очень большое, гоняет кровь и сам вот это, да, желание до конца дойти. Опять был, кстати, захват за шорты. Такое ощущение, что здесь может быть финиш. Ну да, кстати, близко к финишу, наверное, но комфортно себя чувствует, когда отдает спину Даурен. Но видимо, не за приемом идет все-таки Хантер, а идет именно за уроном. Кровь уже потекла у Даурена изо рта О, или из носа. Откуда идет кровь? Так, хотел, да, обняться. Даурен, но, честно, я против такого в боях. Наверное, нужно сначала бой довести до конца, а потом уже обниматься. 45 секунд. На последних, на морально-болевых Даурен двигается. перкот залетает в Хадсама. Он пытается колено. какую-то дистанцию постоянно. О, красота-то какая, да. Это все должно присутствовать в ММА. Хантер знает, как привлечь аудиторию. 30 секунд до конца. Слушай, на хайлайт он сегодня себе заработал точно. Такой красивый нарезочку где-нибудь в социальных сетях выложить. И в первом бою тоже, кстати, все было очень здорово. Мы с тобой, мне кажется, комментировали его. Да, интересный боец. Уже за шорты слишком активно. И локтем пробивает по корпусу. Да, конечно, урона сегодня получил достаточно Даурен Мухамедьяров. И успел тоже пообщаться он с оператором, с нашим, с публикой. Жаль, турнир закрытый. Я думаю, что если был бы сегодня турнир со зрителями, Winner by unanimous decision, fighter of the red corner, Bigjan Hunter Abelkhan!